Labą dieną visiems. Labai gera čia susitikti šiandien, kadangi mes susitinkame trise ir turim viešnią Jael. Ir ši nuostabi moteris, trumpai ją pristatysiu, jinai padeda kitiems prisiminti, kas jie yra savo sielos lygmenyje, jie perdoda žinutės iš aukštesnių sferų ir padeda žmonėms suprasti savo paskirtį, vidinę struktūrą ir kelią šiame gyvenime. Mes su Edita, mes abi atstovaujame Anos Marijos erdvę Lietuvoje ir jau 2 metus esame kartu sąmonėjimo projekte Išsigrynink tiesą savyje, kurį subūrė mūsų Evelina, jos šiandieną nėra, pamatysite ją kitą kartą. Ir ką noriu dar pasakyti apie Editą, tai ji pirmoji Lietuvoje pradėjo dalintis Lari žinutėmis iš Jael ir būtent per ją mes ir atradome vieną kitą. tą mūsų gražią draugystę su Jael, apie kurią šiandien ir papasakosim. Ir mes ruošiamės gyvam Jael atvykimui į Lietuvą ir renginiui, kuris bus jau kovo gale. Ir šiandien norim šiek tiek jos paklausinėti apie tuos visus metus ir peržvelgti jos patirtis, žinutes šiuo ypatingai svarbiu, jautriu metu. Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашей встрече и сегодняшнем разговоре. Сегодня с нами Яэль. Это живая женщина, которая помогает другим вспомнить, кто они на уровне души. Она передает послание из высших сфер и помогает людям понять свое предназначение, свою внутреннюю структуру и путь в этой жизни. Рядом со мной Эдита. Именно она первая в Литве начала делиться этими посланиями. И мы с Эдитой представляем пространство, канал Анны Марии. Мы встречаемся сегодня в преддверии визита Яэль в Литву, и это уже 2 раз в Литве. Klausimas dabar pirmas, užduosiu jį lietuvių kalba ir išversiu, kad visi čia klausantis galėtų suprasti. Kovo 22 dieną sueina lygiai metai, kai jūs, Jael, pradėjote gauti žinutes iš Lari. Ar galite papasakoti, kaip viskas prasidėjo? 22 марта исполняется ровно год с того момента, как вы начали получать послание от Лари. Могли бы вы, Яэль, рассказать, как все началось? Добрый день, во-первых. Здравствуйте всем. У нас говорят доброго времени суток. Меня уже представили, да, что мое имя Яэль, это имя моей души. Естественно, у меня есть человеческое имя, как у каждого из вас. Но так как я достаточно долгое время, не знаю, наверное, больше работала вот с тем, что наверху, поэтому я очень сильно вписалась в имя своей души, и я настолько привыкла к нему, что мне уже другие имена звучат странно. Но на самом деле человеческое имя, оно тоже очень важно, Конечно. потому что оно держит нас здесь на земле, а мы все-таки здесь находимся на земле, это тоже очень важно. Мое человеческое имя Шелли. Красивая, очень. Да, спасибо. Да, это началось ровно, вот я даже не подумала, что это год назад был, это был 21 марта. 21 Первого. марта, да, я получила Мгм. первое сообщение от Лари, но самое интересное, что до этого, за 2-3 дня,
У меня было очень плохое настроение, и я, ну, такое, как у нас у многих бывает, и я ходила ночью, гуляла под звездами и плакала, и кричала в небо, что-то не так, свяжитесь со мной. Должно что-то начать происходить или что-то происходит. И вот буквально прошло 2-3 дня, и я стала получать эти послания. Я это очень хорошо помню, моему удивлению, и не было предела. Я помню, я прыгала от счастья. А, Это было очень удивительно. Это было, даже я не знаю, сложно подобрать слова. Но знаете, сегодня я понимаю, что, видимо, все всему свое время. И Конечно, да, и вот тогда я была одна, сегодня я уже совершенно другая, наверное, как и вы, как и мы с вами. да. Меняется жизнь, меняется течение, меняется послание, и это очень важно понимать. Но вот тогда, год назад, это было важно, это было нужно, это было необходимо дать эту информацию, которую мы сегодня имеем, Мгм. чтобы было понимание, что будет происходить дальше. Я переведу Ель, хорошо? Jėl prisistatė, jos sielos vardas yra Jėl, o žemiškas vardas yra Šelė ir jinai sako, kad abu vardai yra labai svarbus. Ilgą laiką Jėl dirbo su subtiliu pasauliu, todėl jinai labai tarsi susiliejo su sielos vardu. Ir dabar jinai net ir žemiškam gyvenime taip vadinasi Jėl. Tarsi tas žemiškas vardas truputį pastraukia į šoną, bet jinai nori pabrėžti, kad ir žemiškas vardas mums yra be galo svarbu. Ir praeitais metais, kovo 21 dieną, jai prisistatė Laris Rautas. Ir kas įdomu, prieš kokias 2-3 dienas jie buvo blogos nuotaikos, vaikščiojo laukia ir kalbėjo į erdvę, kad prašau, susijunkit su manim, man reikia informacijos, kažkas čia yra negerai. Ir tas jos balsas buvo išgirstas ir po 2-3 dienų prie jos prisijungė Lari ir tai buvo be galo nuostabu. Ir kaip jie sako, aišku, mes keičiamės, praėjo metai ir jinai buvo tarsi nebe toks žmogus, kuris dabar jau per tuos metus atėjo į kitokį tarsi tašką, bet tuo metu tai buvo labai svarbu ir labai svarbi informacija, kurią mes visi, kas turbūt ir klausytojai, kas mūsų klausysis, tie, kas skaito, tie ir skaitė, visą laiką ir skaitė ir sekė mūsų ir pasidalinimus ir pačią jos kanale. Tai va, tai tokia istorija Lari prisijungimo kovo 21 dieną. Ačiū, Удивляюсь, Edita. Эдита, удивляюсь, как просто все запоминаете. Чтобы вот это все сказать, я не знаю. Ну, супер. Потому что она с этого дня вас следит, ну, как Она бы знает, знает. все понятно, да. Na, antras klausimas būtų toks. Kaip per šiuos metus, nes jau tuoj bus metai, dėka šio nuostabaus įdomaus santykio su Lari keitėsi jūsų gyvenimas, jūs pati ir kaip, ir galbūt net ir pats santykis. Ir kas jums pačiai buvo didžiausias atradimas šiame procese? Как за этот год, благодаря вашему отношению с Ларри, изменилась ваша жизнь? Вы сами, возможно, и сам этот контакт. И что стало для вас самым большим открытием в этом процессе? Ой, наверное, все изменилось. Я даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, я поменяла место жительства. Не знаю, постоянно, временно, но пока поменяла. Но дело не в том, что я его поменяла, а дело в том, что я смогла принять решение, что раньше для меня было более сложно. Это во-первых. А, И я однозначно стала понимать процессы, которые сегодня происходят. Однозначно. Ну, хотя однозначно, опять-таки, это такое, знаете, выражение очень, но, по крайней мере, для себя, для моей истины внутри меня, я стала понимать процессы, связанные с переходом. Я, как бы, можно сказать, построила свой стержень. Я стала чувствовать себя, я стала слышать себя.
я стала отличать чужие голоса от своего собственного мнения, да. Я почувствовала именно свою внутреннюю силу, я почувствовала то поле, которое создается. Я поверила в это. Знаете, есть очень большая разница между верой и доверием. Я не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь, но мы все говорим: я верю, там, я верю в Бога, Мгм. я верю в небо, да, неважно. Но знаете, проверка какая у нас? Очень простая, насколько мы верим. А доверяем ли мы? Можем ли мы расслабиться и сказать: окей, Мгм. я доверяю процессу. А вот здесь уже начинается ах-ох, потому что если бы мы доверяли, мы бы смогли расслабиться, мы бы перестали бояться. Я научилась доверять. Я не скажу, что на 100% это не будет правдой. Я учусь тоже вместе с вами. Но огромные пласты недоверия, которые были раньше, страхов, которые были раньше, они ушли, их нет. И ты начинаешь жить свободнее, дышать свободнее. То есть это все немного по-другому. Знаете еще, наверное, чему я научилась? Я научилась не бояться своего мнения, а это очень важно. Да, да. Я научилась не подстраиваться под мнение, не знаю, даже массы. И для меня это важно. Мгм. Я не боюсь сказать правду, я не боюсь какого-то осуждения, потому что моя истина, она во мне живет. И это важно. А я не знаю, если вы задумывались когда-нибудь, что такое истина. Мы вот говорили, Конечно. да, истина в нас– это когда и душа, и чувствование, и тело, и ум соединены, Мгм. и все чувствуют одинаково. Не когда вот мы думаем одно, а в сердце что-то скребет, да? Не тогда, когда в сердце там хорошо, а говорим ерунду, а когда все соединено. Это наша личная истина внутри нас. И я думаю, что я научилась этому. И, наверное, это самое крутое. Потому что это то, что нас поведет дальше. Очень интересно. Jel sako, pasikeitė viskas. Jinai pakeitė gyvenamą vietą. Kam anksčiau tiesiog negalėjo ryžtis, negalėjo priimti sprendimo. Ir nukrito labai daug senų baimių, nepasitikėjimo ir tikėjimo. Jel sako, kad tarp tikėjimo ir pasitikėjimo yra didžiulis skirtumas. Mes dažnai sakom, mes tikim. Mes tikim tuo, mes tikim tuo, o iš tiesų ar mes pasitikim, ar mes galim atsipalaiduoti procese. Dar Jel sakė, kad jinai labai giliai savo suprato perėjimo tą tiesą. Ir kas yra iš tikrųjų ta tiesa mumise, kad kai mūsų visi kūnai, tiek fizinis kūnas, tiek mūsų siela, tiek protas, tiek širdis yra vienoje šyje, toj tiesoje, kai niekas neprieštarauja, nėra prieštarų. Nes kartais būna taip, kad mes mąstom vieną, darom kitą ir dar ten sakom dar trečią. Tai kai viskas yra toj vienovėje, tada ta tiesa nebekelia baimės ir jie išmoko nebeprisitaikyti, nebebijoti savo nuomonės išreikšti ir didelėm masėm ir būti tvirta savyje ir pasitikėti. Sako taip, ne 100%, galbūt yra, mes vis tiek esam žmonės, Taip. bet visgi labai didžiulis atėjo kartu su tuo tvirtumas ir pasitikėjimas procesu ir tuo, kas vyksta čia ir dabar, ir gebėjimu tuo išreikšti savo tą vidinę tiesą ir joje būti, gyventi ją. Labai didelis pokytis. Ačiū, Edita. Ačiū. Sekantis klausimas būtų toks. Mes jūs pamatėme per YouTube. Edita pradėjo dalintis Lari žinutėmis, o vėliau mes pasidarėm savo sielų aprašymus. Ir dėka to įvyko mūsų pirmas Zoom susitikimas, kur jūs, jei buvote Ispanijoje, mes Lietuvoje, ir mums gimė bendra tokia mintis, kad turėtumėte atvykti čia į Lietuvą gyvai.
Iš to natūraliai išaugo bendra kūryba su Anna Marija, kuri šiandien jau yra ta bendra kūryba daug platesnė, gilesnė nei pradžioje. Kaip jūs jaučiate šios bendra kūrybos lauką ir jos plėtimąsi? Вопрос к вам, Яэль. Мы увидели вас на Ютубе. Эдита начала делиться посланиями Ларе. Позже мы сделали свитки своих душ. Затем состоялась наша первая встреча в Zoom. Вы из Испании, мы из Литвы. И именно тогда появилась мысль, что вы могли бы приехать к нам лично в Литву. Из этого естественным образом выросло сотворчество с Анной Марией, которое сегодня стало гораздо более широким и глубоким, чем в начале. Как вы, Яэль, чувствуете это поле сотворчества и его расширения? Это хороший вопрос. Знаете, почему он хороший? Он хороший, потому что он живой, настоящий. Вы же знаете, что я общаюсь, со всеми, да, с многими странами. Да, Но почему-то люди привыкли, что их ведут. Привыкли, что есть кто-то, кто должен взять за руку и обязательно рассказать, что делать, как делать. И тогда они, возможно, будут делать. Ваш канал, вы. Такое ощущение, как будто я общаюсь с очень взрослыми, ответственными людьми. С людьми, которые понимают суть, с людьми, которые понимают важность. И мне не нужно для этого объяснять это, что-то там рассказывать, что-то там, потому что, если честно, я немного устала от этого. Мне очень легко с вами, мне очень комфортно с вами, потому что это канал, который в своей истине делает то, что они понимают как важное, нужное, необходимое, который соединил это все в один единый поток. И, естественно, наши поля не могут не соединиться, потому что мы в одном направлении, в да, одном да. поле. И естественно, что это соединяется. Даже вот, например, когда мы делаем круги, да, неважно, во всех группах, вот мы начинаем, например, урок, да, поле одно. Когда мы его заканчиваем, встречу, поле другое. Оно становится чище, оно соединяется, но мы соединяемся друг с другом. И это нормальные процессы. Так и должно быть в будущем. Это то, что мы выстраиваем, Да, да. то, к чему мы хотим прийти. И когда сегодня такое взаимодействие уже получается, слушайте, это стоит многого, это великое, больше мне нечего сказать. Tai va, čia turiu Спасибо. vidurti. Jie sako, tai yra labai svarbus klausimas, todėl kad jinai bendrauja su daugeliu šalių, bet žmonės yra įpratę, kad juos vestų už rankutės, kad jiem vadovautų, pasakytų, ką daryti ir tuomet jie arba darys, arba nedarys, bet žmonės įpratę, kad juos vestų. O susijungus su mūsų kanalu, su mumis, jie pajuto, kad bendrauja su brandžiais žmonėmis, su tais, kurių nebereikia vesti, kad mes bendraujam lygiavertiškai. Ir tas ryšys yra labai natūralus, gilus ir stiprus, nes mes savo kanale esam tiesoje, savo tiesoje, tikrume. Ir tai yra labai gyva. Ir kai mes susijungiame ratuose, kuriuos jie veda Lietuvoje, jau yra su viena grupė einam trečiam rate, susikūrė dar viena grupė pirmam rate. Ir mes irgi susijungiam tarsi pradžioj, kol dar visi neapsijungia vienam lauke, o jau kai baigėsi tas susitikimas mūsų, jau mes kitam lauke, nes mes visi apsijungiam. Ir jie sako, kad mes
taip ir turim bendradarbiauti, Mhm. nes mes ir einam į tokią ateitį, kai mes jungsimės vieni su kitais tam tokiam atvirume, tikrume ir bendradarbiavime, bendroj kūryboje. Todėl jinai sakė, tai yra labai nuostabu, taip ir turi būti ir daugiau neturi ką pasakyti apie tai ir mums labai labai gera iš tikrųjų būti drauge tame. Pritariu, Edita. Ačiū tau labai. Kitas Потрясающе. klausimas. Эдита, снимаю шляпу. Išversk, Edita. Nusiimu skrybėlę. Taip, už tai, kiek tu praklausius tiek daug gali dar išversti. Ir viskas taip. Taip. Это очень живое во мне. Это labai gyva Да. manyje. Резонанс. Это резонанс. Да. Это как раз то поле, о котором я говорила. Она просто знает, что я буду говорить. Да. Paslaukęs apie ką jie kalba ir aš tiesiog žinau ir jaučiu, ką jie sako. Mhm. Eikim prie kito klausimo ir jis skamba taip. Praėjo jau pusę metų nuo jūsų pirmo vizito Lietuvoje, rugpjūčio pabaigoje. Tada surengėme pirmąjį susitikimą, į kurį susirinko daugiau nei 50 žmonių. Kokį įspūdį jums Jael paliko Lietuva ir jos žmonės? Прошло уже полгода с вашего первого визита в Литву. Это было в конце августа. Тогда мы организовали первую встречу, на которую пришло более 50 человек. Какое впечатление у вас, Яэль, произвела Литва и ее люди? Удивление в первую очередь. Это в первую очередь. Я поразилась глубине людей. Я поразилась глубине вообще поля Литвы, вот самой страны, да. Я в Латвии была, в Литве не была. Ну, была когда-то очень давно, почти не помню. Я поразилась желанию людей вникнуть в суть, понять, не поверхностно. Мгм. Потому что то, с чем я сталкиваюсь, это постоянно, это как бы скачки вот по поверхности происходящего, да, желание услышать какую-то сенсацию, желание, там, я не знаю, побыть в эйфории чего-то и так далее, но очень немногие хотят понять суть и действительно быть в этой сути, разобраться, идти именно вот дальше. И в Литве я вдруг это увидела. И это правда для меня был шок, потому что я вообще не ожидала такого. И вот это, как сказать, вот эта настоящесть, да, которая в людях без Мгм. игры. Потому что у нас и так очень много вот этих масок, ролей, игр, да, мы и так всю жизнь в этом были. И я увидела проявление, действительно глубинное проявление желания познать вот эту хотя бы часть какой-то истины, да. Я не претендую, что я говорю истину там, да, в последней инстанции, Мгм. но, по крайней мере, не знаю, я верю в то, что я говорю, я наблюдаю за процессами, я иду в глубину. И мне хочется, знаете, я всегда говорю, что даже если там есть люди, которые говорят, что там, не знаю, переход это все ерунда, вы все это придумали. Я говорю так, что даже если все это мы придумали, даже если все это большая игра, зато какая она красивая. Разве не стоит этого? Да. Мы Да. столько лет жили, веков в грязи, во лжи, в страхе, в боли, в обидах. Разве не стоит попробовать поиграть во что-то красивое? Мгм. Но мне кажется, уже хватит, уже время пришло. И вот этим Литва, правда, меня очень-очень удивила. Спасибо. Спасибо. Jel sako, pirmiausia, tai buvo didžiulė nuostaba, netgi šokas. Jinai buvo nustebus, ant kiek Lietuvos žmonės nori
suprasti tiesą, tą tikrąją tiesą. Jinai nesako, kad jinai yra paskutinė instancija tų žinių, kurias neša, bet tiek, kiek jinai pati gilinasi į tą esmę, tai buvo didžiulė nuostaba, kad Lietuvos žmonės nori eiti į tą gylį, pajausti, suprasti. Ir tas tikrumas žmonių, tas noras įsigilinti, tas noras sužinoti, ką iš tikrųjų reiškia tas perėjimas. Nes yra daugelis žmonių, kurie šaiposi, kad juokiasi iš to, kad tarsi mes sugalvojom tą perėjimą. O jie sako, kad ir sugalvojom, ir kas čia tokio, sakykim, jeigu ir taip, ar ne, bet tai yra labai gražus procesas. Ir užtenka, mes amžių žaidėm tą sunkų žaidimą su baime, su skausmu, su kančia. Dabar galim pažaisti gražų tą žaidimą, ar ne, ir tai yra labai gražu. Ir visai nesvarbu, kaip kam atrodo, ar ne, tai jie Lietuvos žmonės sužavėjo ir pats Lietuvos laukas ir pati žemė pasijautė gili. Ir žmonės sužavėjo savo nuoširdumu, tikrumu ir tuo norėjimu iš tikrųjų pajausti tą esmę ir tą gilį. Ačiū, Я хочу Edita. добавить, если можно. Знаете, мы же все Конечно. с вами сегодня говорим про вот эти кванты, да, по направлению частиц, что наша мыслеформа, она приведет нас туда, о чем мы мечтаем, что мы хотим, только Мгм. по-настоящему, да, если мы в это верим. И возможно даже если это игра, мы все будем думать в этом направлении, мы все будем делать то, что будет для нас истиной, то мы придем туда. В любом случае, мы придем в тот новый мир, который в котором мы хотим жить. Я не Да, знаю, да. как вам, мне надоело. Я Вот согласна. так. Мгм. Вот просто надоело, не хочу. Jie sako, nusibodo iš tikrųjų gyventi tam senam pasaulyje. Ir jeigu mes visi tikėsim, vat ta tiesa, ar ne, ta, apie ką mes kalbam dabar, tai mes neišvengiamai nueisim į šitą tiesą ir joje gyvensim. Ir kuo daugiau žmonių vat tuo patikės, tuo gražiu pasauliu, tuo gražiu gyvenimu, tuo tikrumu, ta tiesa, kuri yra mumise, ar ne, tai tuo greičiau įsigyvendins viskas, nes taip veikia kvantinis laukas. Taip. Ir iš tikrųjų mes tai darom. Хочу сделать маленькое отступление, Мгм. показать вам, кому жить хорошо. Но это же будет так О, прекрасно и весело. Вот смотрите, вау. у меня тут сначала раз, О, кот. потом два. Двухэтажная Ага, ага. вилла. О, как спят Теперь красиво. спят мои звери под наше журчание. Да. Мгм. Вот так, когда всегда проходят эфиры, они у меня вот так садятся у подвала рядом со мной и спят. Ten Да. parodė, sako, kam gerai gyvenasi. Ir sako, visada, kai vyksta transliacijos, jie čia ateina ir jie čia miega, tarsi saugo lauką. Хорошо, пошли дальше. Da. Einam toliau. Dar noriu paklausti šiek tiek daugiau apie patį renginį pirmąjį. Ką prisimenate iš to pirmojo renginio? Kas jūs labiausiai tą kartą palėtė ir nustebino? Я хочу поглубже спросить о первой встрече и что вы помните из этого мероприятия, что вас больше всего тронуло или удивило? Ой, я, по-моему, уже сказала, меня все удивило. Меня удивила природа, да, Мгм. тоже, кроме того, что я сказала. Холодно Абсолютно. было, очень холодно. Ой, да, мы так смеялись, меня одели в шарфы, в какие-то в платья, даже были фотографии, девочки выставили, наверное. Есть. Меня поразила забота людей, потому что это было так тепло, прям по-настоящему. Как меня встречали, провожали, привозили. Это было очень-очень-очень приятно. Я уже сказала, меня поразило, как люди слушали, как люди воспринимали все это, да. Ам, Как приносили разных вкусняшек из своего дома. Это было так вкусно, это было невозможно оторваться. Я не знаю, это просто Мгм. были такие, знаете, очень теплые, очень такие мягкие и добрые воспоминания. Я даже не знаю, что добавить. Да, Юэль. Это было здорово. Pasidalino, kad jie yra labai tokie tikri, gyvi, nuoširdūs
ir šilti prisiminimai, ją labai viskas sakė, viskas stebino, kaip žmonės klausosi, kaip žmonės rūpinasi, nuo pat sutikimo, nuo viso jos ten paglobojimo ir skarom apviniojimo, nes buvo iš tikrųjų vasara, bet buvo šalta. Ir kaip žmonės atsivežė skanaus maisto ir tiesiog buvo negalima atsitraukti, kai buvo skanu. Tiesiog ir gamta pati, visas grožis ir visa aplinka iš tikrųjų viskas stebino ir iš to liko labai labai šilti prisiminimai. Ačiū. Ačiū, Edita. Kitas klausimas toks. 26 metų pradžioje jūs pajutote naują kvietimą vėl atvykti į Lietuvą, sugrįžti čia. Gal galite papasakoti, kaip jis atėjo, tas квитимас, ir kaip jį pajutote? Яэль, в начале 26-го года вы почувствовали новый зов снова приехать в Литву. Могли бы вы рассказать, как пришел этот зов и как вы его почувствовали? Интересный вопрос. Как пришел этот зов и как я его почувствовала? Смотрите, тут много всего. Тут соединение того, что происходит вообще в нашем мире, в нашем Да. пространстве. Информация, которая идет. И то, насколько и как важно эту информацию донести, чтобы она шла дальше. Потому что вот это само пространство Литвы, и сами люди в Литве, и канал, опять же, вас. Вы те, кто способны понять важность этой информации и создать то, что мы должны создать дальше. И это как бы не такой однозначный процесс, потому что Литва – это такое место, где встречались всегда разные культуры, да, ну как бы это Да, так, разные силы, разные эпохи, да, и вообще страны Балтии, они находятся в очень интересной точке Земли, и географической, и исторической. И здесь проходило и много напряжения, и много борьбы за свободу, и много перемен. Но одновременно, знаете, что интересно? Это место, которое очень сильно связано с природой, с землей, с лесами, с озерами, с морем, не знаю, со всем вот живым. И когда человек на самом деле живет в такой природе, одновременно проходит через исторические испытания, то вот в таком обществе рождается как бы особая чувствительность к свободе, к правде, к внутренней силе, вот к этой самой истине. И поэтому Литва – это не только для меня, я так поняла, и для высших сил, это как бы пространство пробуждения сознания, да? Это именно то место, где люди начинают задавать глубинные вопросы о смысле, о будущем человечества, о том, как жить более осознанно. И это важно. Конечно, это не миссия одной территории, так сказать, это неправильно. Да. Но это то место, с моей точки зрения, откуда следует, где нужно поставить точку, откуда пойдут эти волны дальше. Да? Потому что люди начинают жить как бы из более глубокого понимания жизни. И поэтому это очень важно. Не знаю, Дита, как ты будешь все переводить? Я попробую. Jel sako, viskas susijungė, labai daug susijungė srautų, kas įtakojo atvykimą į Lietuvą. Jinai pajuto ne tik jinai pati, bet ir iš subtilaus pasaulio pajautė tą impulsą, kad būtent Lietuva yra tas taškas, iš kurio galima pradėti plėsti tą naują sąmonės lauką. Ir būtent tą įtaką padarė ir Lietuvos žmonės, kurie jaučiasi, kad jie užduoda klausimus, jie nori gyventi iš to gylio, iš tikrumo. Ir būtent Anos Marijos kanalas, tas mūsų bendradarbiavimas,
kuris jaučiasi labai brandus, gilus, turintis vieną kryptį, gali išplėsti visą šitą procesą į daug platesnį lauką. Ir būtent šitos šalis, pačios Pabaltijos šalis, kurios turi labai gilią, plačią istoriją, ne tik geografiškai, bet ir istoriškai, praėjo labai daug tokių skausmingų kelių, kovojo ir už savo laisvę ir patyrė visokių tų dalykų. Ir žmonės čia labai susijungia su gamta ir pati gamta labai daro didžiulę įtaką. Ir tada žmogus tampa daug tikresnis, nuoširdesnis ir tai sudaro tą lauką, kuriame galima plėsti tą gylį, tą sąmoningumą, tą naują sąmonės lauką. Tai tiek trumpai. Ačiū, Edita. Ačiū, Edita. Praeitą kartą Lietuvoje buvo stiprus, intensyvus vienos dienos susitikimas. Šį kartą jau 2 dienų mini retritas. Kuo šis formatas leidžia eiti giliau, kodėl tai yra svarbu? В прошлый раз в Литве была сильная, интенсивная, однодневная встреча. В этот раз 2-дневный мини-ретрит. Яэль, чем такой формат позволяет идти глубже? Почему это важно? Смотрите, первый раз мы знакомились друг с другом. Мгм. Это важно понять. И в первой встрече важно было другое. Важно было дать первичную информацию. Да, поотвечать на вопросы. Эта встреча, это совершенно о другом. Эта встреча уже о работе, о глубинном погружении, о создании нового поля Земли, о создании нового поля перехода. Но для того, чтобы мы это сделали, нам надо вытащить из себя всякое то, что болит. Поэтому мы будем первый день работать с собой, с погружением, с удалением программ, которые в нас сидят, с удалением ролей, масок и так далее, потому что мы должны быть чистыми, чтобы создать это поле, да. Второй день мы посвятим созданию поля, мы будем делать практики активации, чтобы создать это поле. То есть если первый раз мы с вами знакомились, то сейчас мы будем работать. И я надеюсь, что вы готовы к этому, потому что если вы не готовы, не нужно. Это будет не по-настоящему. Это действительно будет серьезная глубинная работа. И, вы знаете, работать, как сказать, на страницах вообще всего интернета очень много там разговоров про духовность, да? Да. И там очень много такой какой-то эйфории, там, да, давайте все друг друга любите. Я все время говорю, давайте, а как? Да. Здесь я попрошу всех остановиться и заглянуть в глубину себя, это самое сложное. И ответить себе на главные вопросы. А кто я, если я уберу из себя все маски, если я сниму с себя все роли? И это духовность. Это духовность, сказать себе честно, кто я там внутри, без вот этого наружного проявления. И мы должны прийти к этой точке. Иначе дальше нет смысла ничего строить, потому что иначе мы построим все то же самое, что было. А мы этого не хотим. Поэтому это будет 2 дня, поэтому это будет более глубоко. И не только во время разговоров. Я думаю, что мы пойдем вместе завтракать, и мы тоже будем разговаривать, и потом пойдем вместе Конечно. ужинать, и мы тоже будем вместе разговаривать. И кто захочет более глубоко поработать, может и отдельно поработать. Надеюсь, будет время. Потому что это о другом. Вот эта встреча, которая будет, она о другом. Да. И я надеюсь, что у нас все получится. Я верю, что у нас все получится. Конечно. Tai pirmas kartas susitikimo buvo 1 diena, todėl kad mes dar tik pažindinomės. Ir daugumai tai buvo atsakymai į klausimus. Larė atsakinėjo, žmonės galėjo užduoti klausimus. 2 dienos dabar visiškai yra apie kitką.
Kadangi mes kursime, čia bus jau apie rimtesnį darbą, darbą su naujo žemės lauko kūrimu. Nes pirmiausia, mes pirmą dieną turėsim išsivalyti tą, kuo mes gyvenom iki dabar, tą skausmą, tas programas, nes mes negalim tyrai, švariai kurti kažko naujo, kol dar yra, kol esam užpildyti tuo senu bagažu. Ta ir suprantam, atrodo tikrai labai, labai daug, kaip Jėl sako, internete yra labai daug informacijos apie dvasingumą, kad mes mylėkim vieni kitus ir mes čia labai šviesus, gražus ir visa kita, bet sako, o kaip mes nemokam dar to daryti, kaip mes galim būti prisijungę tų visokių dvasinių koncepcijų, bet mums pirmiausia reikia ateiti į tą tikrą save, kur yra va, tas pagrindinis klausimas, kas aš esu be vaidmenų, be rolių, kas aš tikrasis, kai aš nebesiremiu į nieką išorėje, į savo įvaizdžius kažkokius išorėje. Tai pirmą dieną bus tikrai rimtas darbas su savo vidum, eisim į savo gylį, į savo vidų. Antrą dieną mes jau kursim tą iš savęs, per save, kursim tą naują žemės lauką. Ir tai bus bendravimas visas 2 dienas, ne tik per susitikimus, kai bus ta pagrindinė mūsų programa, bet mes ir pusryčiausim, ir vakarieniausim kartu, ir kas norės giliau galbūt su Jėl pabendrauti, ten moteris žinau, kad užsirašė ir konsultacijas turės. Ir bus tas toks gyvas, tikras nuoširdus bendravimas ir buvimas kartu visas 2 dienas nuostabiam kampelyje, nuostabioje gamtoje. Ir tiek. Ačiū, Edita, ačiū. Noriu priminti, kad tas susitikimas kovo 21-22 dienomis ir dar turime vietų šiek tiek, taip, nes viešbutį ribotas tas skaičius iš tikrųjų kambarių. Ir noriu paklausti Jėl dar paskutinio klausimo. Ką norėtumėt pasakyti Lietuvos žmonėms, kurie jaučia šį kvietimą? Ель, наша встреча уже скоро. Это будет в марте 21-22, и людям еще может присоединиться. Какой последний вопрос к вам? Это что бы вы хотели сказать тем людям, которые чувствуют этот зов? Тем людям, которые чувствуют этот зов. Ну, знаете, наверное, в первую очередь, если вы чувствуете этот зов, давайте мы не будем пытаться его объяснять. Просто отнеситесь к нему бережно, спокойно. Потому что зов, когда он вообще приходит, он же не появляется откуда-то, он не появляется извне. Он появляется тогда, когда человек начинает чувствовать, что жизнь, она глубже, чем вот эта ежедневная гонка, чем обязанности, чем эти наши роли, да. И очень часто это тихое чувство, понимание, что вы просто ищете чего-то большего. И эти же самые вопросы, кто я на самом деле. И все, что происходит, это естественный человеческий этап развития человеческого пути. Самое важное здесь, когда мы не ищем готовые ответы, потому что, да, и не идем слепо за кем-то. Неважно, даже за мной. Не слепо, да, за кем-то. А вот этот настоящий путь, он начинается с честности, с чистоты с самим собой, с умением, возможностью войти в тишину и услышать себя, именно себя. И поэтому вот этот зов – это, возможно, приглашение вашей же души начать жить в этом мире более осознанно, с любовью, с ответственностью, в первую очередь за себя, за свое сознание и за ту землю, на которой мы живем. И если вы уже слышите, значит, вы уже сделали в первый шаг и разрешите себе это сделать. Не хочу ни в коем случае никого никуда призывать, не хочу говорить, что вот ваша жизнь изменится на 200% или еще что-то. Нет, потому что это о другом.
это о вас. Мы будем рады вас видеть, мы будем рады максимум, и я, и канал Анна Мария, Мгм. девочки, мы будем рады приложить максимум усилий, чтобы Да, вам было по-настоящему комфортно, спокойно, легко, но и глубоко. А решение только за вами. спасибо. Tai va, jie sako, kad jeigu išgirdot tą tylų kvietimą savo viduje, neanalizuokit jo, tiesiog jauskit, bet vėlgi jinai skatina nesekti nieko aklai, netgi jos. Pajausti tą tikrumą to kvietimo ir neatstumti jo. Nes tai jau yra pirmas žingsnis, tas pajutimas yra pirmas žingsnis, kad jau jūs norite gyventi giliau, tikriau, toj savo tiesoje, kad jūs domina va tie visi klausimai ir ta atsakomybė, būtent pirmiausia prieš savo sąmonę ir prieš žemės sąmonę, prieš visą tą lauką. Ir nespausti savęs, bet ir neatstumti. Neatstumti, o tiesiog leisti sau žengti tą žingsnį. O mes, žinoma, jūsų labai lauksim tiek Jael, tiek Ana Marija ir kartu pasistengsim suteikti visą komfortą, kad galėtumėt jaustis jaukiai, bet, žinoma, nėra to tokio skambaus pasakymo, kad va dabar jūsų gyvenimas pasikeis 200% ir ten kažką atlaisvinsim ar kažką padarysim. Tai yra jūsų atsakomybė. Niekas už jūs nieko nepadarys. Bet mes kviečiam į tą bendrystę, į tą lauką, kur visą tai mes galėtumėm padaryti kartu. Ir jeigu tas kvietimas išgirstas, reiškia, jūs jau pasiruošę ir tiesiog reikia toj tyloj girdėti save, neatstumti savęs ir švelniai, švelniai į tai atliepti. Ačiū. Ačiū. Ačiū, Edita. Tai va. Noriu pridurti, kad jeigu kils klausimų visiems tiems, kas pasižiūrėjote, išklausėte mus, būtinai parašykite, užduokite savo klausimus ir mes dar į juos pasistengсime отсакити. Если вы нас слышите сегодня, теперь и вам еще есть, у вас есть вопросы, так прошу, задавайте, пишите нам, и мы постараемся вам обязательно ответить. O dabar noriu iš viso širdies padėkoti už šį susitikimą, Jael, už tai, kad mums pavyko pajausti jos didelę, atvertą širdį ir labai labai laukiam jos Lietuvoje, susitikti gyvai ir visiems sakau iki pasimatymo ir dar rusiškai pasakysiu tą patį. Дорогая Яэль, благодарю вам. Спасибо большое, что вы сегодня встретились, и нам удалось как бы почувствовать, даже почувствовать вашу большую открытую сердце. И мы уже ждем встречу вживую с вами в Литве. Спасибо большое. Вам спасибо. А я как жду, даже не представляете. Я представляю погулять по этому месту, пообщаться с Да. людьми. И я хотела, знаете, что сказать? Что, конечно, это ваше решение, приехать или не приехать, но на самом деле важно-то другое. Но это правда. Важно, чтобы вы начали жить по-настоящему. Вот правда по-настоящему, в своей собственной истине. Так мы придем к этому новому сознанию. Потому что то, что можем дать мы, я, канал Анна Мария, это помочь раскрыть это поле, дать вам ключи. Но все равно это все будете делать вы. Никто по Да, волшебной палочке да. не сможет этого сделать. Поэтому я, с одной стороны, очень рада этой встрече, очень жду эту встречу. С другой стороны, я понимаю, что это ваше желание, это ваша правда, это ваша глубина, это ваше решение идти дальше. С уважением к любому решению,
а мы здесь вот будем для вас в эти дни. Спасибо, девочки, спасибо каналу Анна Мария за эту встречу. Рада была быть с вами и ответить на ваши вопросы. Спасибо. Pridursiu, jie sako, jūsų yra sprendimas atvažiuoti ar neatvažiuoti, bet pirmiausia, jie kviečia gyventi iš širdies, iš to tikrumo, iš savo tiesos. Ir tik tada, kai mes visi gyvensim savo tiesoje, savo tikrume, be vaidmenų, be įvaizdžių, tik tuomet mes ateisim į tą naują pasaulį, tą naują lauką ir susikurs tą naują sąmonę. Tai mes iš tikrųjų, tiek Jėl, tiek Ana Marija, mes pasirengę atverti savo širdies duris ir laukiam jūsų ir tai, ką mes galim duoti, duosim, bet už jūs nieko negalim padaryti. Tai jūsų yra pačių sprendimas, o mes tikrai, tikrai labai laukiam ir jie labai, labai laukia susitikimo, bendravimo su žmonėmis ir tiesiog šiandien tuo turbūt mes ir baigsim mūsų susitikimą. Dar Taip. kartelį labai, labai dėkojam, kas mūsų klausėtės ir linkim neatstumti savo širdies kvietimo ir galbūt pasimatysim ir gyvai. Ačiū labai. Спасибо, пока-пока. Gyva.